100 лет вопросов от финских журналистов. Что, тяжело? Это всегда то же самое вопрос, что будет чемпионата мира там в Минске или нет, и такое политика, как поговорим. Я только сказал, что это все будет там, я сказал, это будет самое лучшее как фасилитеты в Европе. Я сказал, что не только как хорошая арена там, это тоже как все хотели, что строить там сейчас и вообще город хорошая, люди позитивные и такое, я сказал, это самое лучшее, если мы думаем, примерно, вот эта арена. Какая вам больше нравится, это или Минская? Какая арена вам больше нравится? Конечно, Минская арена, я думаю, что это первый в Европе, потому что там есть все, что надо. Это зал, примерно, лот есть, можем играть в футбол там, если хотим, но здесь знаете куда, это не зал, это пример такой, это большая разница. Знаете, что сегодня президент критиковал сборную? Президент Беларуси сегодня сборную критиковал. Президент критиковал сборную сегодня. Критика подействовала. Я такое не знаю. Я только знаю, что передать привет. Там вверху я не знаю кто, но Корсин сказал на команду, что поставление. Все-таки, Кари, я предполагаю, что матч сегодня сложился тяжелее, чем вы ожидали. Конечно, это ситуация новая, потому что мы играли два первых матча, мы были такой фаворит. И конечно, это Казахстан, что все, конечно, это, мы знаем, это команда из P-пул. И, конечно, это другой ситуация, это была как новая ситуация нам тоже, потому что это мы должны выигрывать это такой ситуации. И как мы вот это делаем, мы пока мы не учили. Но я думаю, что сейчас это такой опыт не надо, как вместе, что надо делать. Когда мы играем против хорошая команда или такой хуже команда. И это важно, еще это важно, что мы сам делаем. Это мы очень слишком много смотреть, какой соперник, какой зовут соперник, или как зовут игроки там, или какой цветина майки, или зеленый, или красный, или белый. Такое это самое важное, что у нас все концентрация, что мы сам делаем. Это одинаково, кто мы играем против. Это мне кажется. Но вот это еще надо работать. Какой самый тяжелый для вас лично момент этого матча был? Ну, конечно, был второй гол, был такой, это мы начинаем, как мы начинаем играть лучше, и потом сразу был такой гол, и это была ситуация, когда мы видели, если у нас характер или нет, и я думаю, что был хороший сигнал сразу, что мы забили гол очень быстрый, это было очень важно. И еще два гола. Я думаю, что второй период мы играл очень хороший. Можно было ожидать, что в третьем проведем самый мощный период, но 0-0. Ну, это, конечно, так, потому что, как я сказал, начало тяжело, потом мы забили 3 гола. И, конечно, это все хочет выигрывать, но это такое давление в своей зоне. Мы очень много 3 удаления в зоне соперник, примерно. И такой ситуации это было постоянно тяжело. Это очень мало у нас такой хороший момент забивает. Это был больше оборона. Но это тоже как шаг выигрывать матч. Это такой не короткое шаг. Это надо
Или такое, это очень высокие надо ехать, что мы выиграем. Я думаю, что это было очень важно на уверенность, что мы мог играть такое. Ну, пока может показаться, согласитесь или нет, что наша игра все-таки идет немножко по нисходящей. С финнами лучше, со швейцарцами чуть хуже, с казахстанцами еще чуть хуже. Или не согласитесь? No mi vitsarumu viiden kaksi Schweizaria или Finland кто хуже или лучше, я не знаю. Это все другие команды, все играют другой хоккей. И вот это разница. Я не могу сказать, но, конечно, Казахстан, это если табличка мы смотрим, это, конечно, это хуже команда. Швейцария, думаю, что Швейцария это очень хорошая хоккей, хорошая культура уже сейчас. Это был последний 10 лет, это был большой шаг вперед. И Finlandia тоже, конечно, это выиграл чемпион мира примера и дома играет. Но еще это не сюрприз, если Швейцария выиграет сегодня. Это не большой сюрприз. Сами-то как смотрелись на фоне всего этого? Если общее впечатление складывается. Наша сборная на фоне вот их соперников. Общее впечатление какое складывается? Не был ли с Финляндией самый лучший матч пока? Нам? Да, именно наших действий. Это как против Финляндии, как мы играли. Но это, конечно, было хорошая эмоция там. Но это был тяжелый матч на Финляндия тоже. Потому что это очень много пока варит 11 месяцев уже, тоже выиграли. Но такое давление, там их есть опытная команда, кто уже выиграл чемпион мира и был Olympiad много раз и играет НХЛ. И там есть опытная игроков, кто может решать матч. И у нас другая ситуация, потому что у нас много такой игроков, кто никогда играл вот это уровень. Но это тоже как я думаю, что надо новая генерация нам тоже, потому что сезон, я думаю, что у нас был уже 45 игроков, кто играет сборная. Примера. Это тоже это как нацелено на лучше на будущее. И вот такой надо еще больше надо в будущее, что надо больше конкуренция и ситуация. Это самое лучшее, если у нас два, как первый сборная, второй команда в будущее, то есть вот это опыт. Может быть, через 3-4 года это уровень еще высокий. Мы ждем Костицыных, но определенно их не будет к игре с США. Означает ли это, что до игры с США вы даже не будете думать о том, как их использовать после приезда? Если и будет здесь или что? Нет, они в любом случае не приедут к следующей игре, они не успеют. В лучшем случае к Словакии. То есть первый мы надо сейчас вечером поговорить, все в порядке, это не травма, примера или другой проблем. И вот это надо первый. И потом это следующий вопрос. Если все нормально, тогда и решают. Но я думаю, что это не успевает следующий матч. Я думаю, что это 100%. Так об этом и вопрос. Они почти наверняка не будут у нас к игре с США. Это означает, что вот пока не сыграем с Америкой, вы даже не будете раздумывать над тем, как их потом использовать, когда они приедут, в каком звене, на какой позиции, с какой задачей. Я не могу ответить, потому что я не знаю, но сейчас я думаю, что если их приезжает, это перед пятницей не будет. Я думаю, что если будет четверг, примера, но это слишком не успевает играть. Это согласен. Если приезжает завтра утро сюда, это еще слишком рано играть послезавтра. У нас еще останется одно заявочное место. Может ли быть так, что до конца чемпионата мы его и так и не будем замещать, заявлять кого-то? Антонова или Михалева, да? Ну,
надо решать вот это вопрос тоже. Сейчас я не могу сказать ничего, потому что надо смотреть, какой ситуации в команде. Сейчас у нас 3 свободных места и все. Потом мы решаем, если надо на парающий или защитник. Это по ситуации надо. Сейчас это мы играем следующий матч. Если все в порядке, там у нас тоже самая команда. Китаров сегодня играл, и я думаю, что он играл очень хороший уровень. Сейчас он делал большой шаг вперед. И может быть, как Стас, Дрозд, Мелеска чуть-чуть устала, потому что тоже когда это молодой ребят, надо 100% концентрация, он играет очень много меньшинства, большинства. Это тоже такой, не надо игроков, кто может помогать. И мы играли, в принципе, на 3 центральных против Швейцарии, 11 нападающих. Костя Колцов и Грабовский играл как сересмена, в принципе. И тоже это много. Сегодня в третьем периоде опять был 11 нападающих, там не выходил Степанов. Почему? И Степанов, он хорошая игра, но он много играл тоже. Он на паузе сейчас, потому что он был устал. Он тоже был травма, он не катается на 3 недели. И это такой, мы знаем, что это будет проблема. И это, к сожалению, у нас такой игроков слишком много, кто не мог тренироваться сразу после чемпионата. Это тоже дело такое, это вопрос. Костючонок еще во втором периоде перестал выходить, просто на 6 защитников перешли, да? Ну да, он должен лучше играть. Может быть, следующий матч тоже в 6 защитников начнется? Ну, я посмотрю, как будет. Я думаю, что 7 защитников будет. Спасибо. Спасибо.